Книги детства. Хочу познакомить вас с автором Ксенией Драгунской. Да, это дочь писателя Виктора Драгунского, который известен нам по Денискиным рассказам. Книга Ксении Драгунской «Драгоценная банда». Рассказ «Превращение». В нашем классе была девочка Олеся со смешной фамилией Черемах. Она вообще была чудная такая. Двоечница-предвоечница, всегда опаздывала, даже если ко второму уроку. А однажды в миске со сменкой принесла только одну тапку. Вместо второго был котенок. Черемах сказала, что он заполз в мешок со сменкой случайно, потому что дома полно котят и вообще жуткий беспорядок. Мне, конечно, тут же страшно захотелось в гости к Черемах, ведь у меня дома был один сплошной порядок, и очень не хватало котят. А их я обожала. Учительница позвала завуча, и тот велел Черемух сию минуту нести котенка домой, ведь в школе ему не место. Черемух пожала плечами, не спеша, собралась, ушла, и я увидела в окошко, как она в припрыжку бежит через школьный двор на волю, пока мы все, почти 40 несчастных детей, решаем задачи и читаем стихи про природу. Черемух всегда врала, причем иногда даже без всякого смысла, без выгоды, не для того, чтобы придумать какую-то уважительную причину для опозданий или пропущенных уроков. Когда мы выросли, Черемух первая перестала носить противную школьную форму. Коричневое платье и черный фартук. Надела короткую юбку и красный свитер. «Угомонись, Черемух!» – предупреждали учителя. Целых 2 зауча и директор. «Возьмись за ум, пока не поздно, иначе будешь валяться в канаве. Ты же окажешься в глухой деревне одна-одинешенька. Ты будешь улицу мести, это в лучшем случае. Тебя заберут в милицию навсегда. В общем, после 8 класса, а раньше такие экзамены, как сейчас, сдавали после 9, сдавали после 8. Черемух ничего не сдала, нахватала двоек, или, как мы тогда говорили, бананов, ее выгнали из нашей школы. Куда она девалась, я точно не знаю. Наверное, перестала совсем учиться.